Рашид Алиевич, вы интереснейший гость Всемирного форума татарской молодежи. Впервые татарская молодежь и ее лучшие представители вот так собрались и встретились с таким, я скажу так, великим действительно ученым, как для татар, и так и для всего мира, в вашей отрасли, особенно вот такой величины. И вы рассказали вам о том, что вы знаете прекрасно, о том, что происходит со звездами, со вселенными, с возрастом Солнца и с нашей Землей тоже. Я буду рассказывать сегодня про вещи, которыми я сам не занимаюсь. Это тем, что люди, очень много людей, совершенно неожиданно, никто не думал, что это пройдет так быстро. В общем, практически лет 20 назад всего люди вдруг научились находить планеты возле других звезд. Вот вы видите, это наша Солнечная система, и вы видите названия всех планет, нас вот учат. Я вчера смотрел татарскую энциклопедию, старался найти, есть ли там название планет по-татарски. Ну вот сейчас давайте сразу после этого внеземного путешествия, после такого диалога со всем татарским молодым миром, несколько слов. Вот ваши впечатления о сегодняшнем дне в Казани сегодня. Вот вы приехали, как ощущаете? У вас же много поездок, много разных встреч. Вот таких популярных, обычных, конечно, мало, наверное, диалогов, в основном профессиональные. Как вы себя чувствуете в Казани, в столице Татарстана, с татарской молодежью? В действительности у меня не было ни минуты свободного времени. Я как приехал, все время меня забирают, привозят, отвозят и так далее. Вот все эти дни. Но вчера я был на пленарном заседании форума молодежи. Это произвело на меня очень хорошее впечатление, потому что видно, что приехали люди из разных стран. Вот, но я имею в виду, называю странами и Казахстан, и Узбекистан, хотя для меня это все, так сказать, по-прежнему частью одной громадной страны, да. Вот, и я очень хорошо отношусь, потому что там люди дали приют моим родственникам, самое тяжелое, моим дедам, бабкам, отцу в самое тяжелое время их жизни. Да, здесь было очень приятно смотреть, хорошие, открытые лица у людей, видно, что люди говорят о том, были выступления, было очень интересно слушать, очень интересно было слушать пару, как девушка жена учитель и муж дизайнер. Мен өзім оқытушы, Эльдар дизайнер, теория студиясы жетекшісі. Біздің үш кішкене ұлымыз бар, Нұрболат, Нариман һәм Искәндәр. Біздің бүгінгі мақсатымыз өзіміздің ғаилемізде туған проектлар белән таныштыру һәм шундан соң икенче өлешендә біз татар гаиләсе турында бераз сөйләп китеп, нәрсә татар гаиләсе дигән темага сөйләшәсебез килә. Они рассказывали о своем опыте, как они воспитаны, совсем молодые, как они воспитывают 3 детей. Что происходит в детском саду, я их слушал, это настолько похоже на то, что происходит с моими внучками сейчас, потому что эта молодая мама, она сказала, как она разговаривала со своим сыном только по-татарски, а потом повела в детский сад, и, значит, в детском саду среда, все говорят по-русски, и, значит, до этого она ему говорила, что она по-русски не понимает. И вот тут она оказалась, значит, в достаточно тяжелой ситуации. Было очень интересно, потому что у меня одна из младших внучек, Камиля, ей еще нет 3 лет, она с мамой говорит только на татарском языке и учила меня татарскому. Я рассказывал уже в интервью «Реальное время», я говорил, что у нее ей подарили разные фигурки животных, и я ей называл по-татарски, а она мне приносила эту фигурку, когда еще не могла говорить.
она приносила там. Я научился, я не знал, например, что слон это фильм, значит, и так далее. Вот она меня учила. И я ахнул, когда я ее попросил принести мне куй, сказал. Вот это в Ташкенте куй всегда баран, и я всегда баран, и, ну, в общем, куй и все. И тут она, ну, в общем, стопор не может принести ничего. Ну и прибежала ее мама и послушала и сказала, что мы говорим сарак. Вот после чего я понял, что вот как и что. Было очень приятно. И сейчас она сейчас свободна. Говорит, ну пошла в детский садик. Папа профессор Института технологии в Карлсруе. Это один из 3 лучших немецких технических университетов. Он директор института и профессор Али. Ну и она пошла в садик от этого университета. Ну и теперь, как вернулась, первый же вечер сказала «найн», значит, и потом тихонько стала переходить на немецкий. Детский сад воспитывает очень быстро. Папа говорит с ней по-русски. Она и русский знает. Вот очень-очень интересно смотреть на детей, как они свободно перескакивают с одного языка на другой. В связи с тем, что мне в этом году у меня был там юбилей, дочка, врач, она взяла и, не говоря мне, в общем, они организовали, жена тихо выпросила, когда у меня самое меньшее нагрузка, когда я буду свободна. И они на неделю сняли там места в отеле, куда берут детей, на 17 человек, на всех моих детей, невесток и на всех 6 внучек и 1 внука, который мне пишет письма и подписывается «Твой единственный внук». Потому что дальше 6 девочек. Вот. Ну, вот все приехали, и было очень приятно, и было очень интересно, потому что 2 внуков живут в Соединенных Штатах, потому что папа профессор Гарварда, 2 внуков живет в Германии, 3 внучек живут в Москве. Вот они встретились, подружились, разговаривали. Было очень-очень интересно. И когда я видел, вот как люди здесь, в Казани, рассказывают о трудностях, как трудно говорить на татарском языке, то, конечно, поражаешься, потому что я вырос в Ташкенте, и, конечно, любой узбекский дом, куда я заходил, никому и в голову не приходило говорить на другом языке, кроме узбекского. Это, конечно, и понимаете, когда люди в Казани, в городе, в котором, ну, по меньшей мере, наверное, 500 или 600 тысяч татар, понимаете, вот в одном месте живут, и когда ты идешь по улицам, и ты не слышишь, то я думаю, что с точки зрения любого руководства правильно прикрыть школу, чтобы вообще забыли. Да, довольно любопытно было послушать сразу после 2-часового монолога о звездах и о создании мироздания, о структуре, об истории, вот о такой деликатных вещах, как национальность, там, о внуках. Поэтому хотелось действительно узнать. Вот вы по национальности астрофизик, Нет, а по происхождению, нет, по происхождению вы... Я вам могу сейчас показать, вы можете без меня открыть Википедию на русском, на английском, на немецком языке, можете прочесть на других языках. Там есть у нас один депутат, который свою национальность так определяет, поэтому я говорю. Я по происхождению вы... Я не депутат. Они пишут очень осторожно, они во всех Википедиях то, что пропускается, они пишут, что я татарского происхождения. Из татарской семьи, да. Да, татарского происхождения. Ну, а дальше, понимаете, что нет, я же не имею права править Википедию. Если я поправлю Википедию, они догадаются, что это я сам себе пою рефераты, то они вычеркивают эти слова, понимаете? Вы выдающийся ученый по этой давайте астрофизике, мы да. о выдающихся забудем, мы просто давайте разговаривать. Все-таки вы татарин да. важнее, на первом месте татарин в сознании. Вы знаете, что я вам могу сказать, что у меня нет другой национальности, кроме татарской. И сомнений в том, что я татарин, у меня никогда не было и нет. А вот что у меня на первом месте, я не знаю. У меня есть подозрение, что все-таки на очень большом месте работа.
Понимаете, на очень большом месте семья. Но мне очень хочется, чтобы мои дети были татары, чтобы мои внучки остались татарками. Понимаете, я понимаю, что в действительности жизнь она непроста, но я бы не хотел, чтобы это была игра в одни ворота, понимаете. Мои родители родились в мишарских деревнях Мордовии. Ну, тогда это называлось, когда они родились, это была Пензенская губерния. Они родились там. И, насколько я понимаю, люди жили и там, и та, и другая. Мне только что дали справку, что я, оказывается, Мурза из Башкирии. Ну, Может Башкирия... быть, корни оттуда? Нет, мои предки, я знаю, что вы из Башкирии. А вот я, понимаете, ну, по меньшей мере, лет на 300, это, может, даже сейчас 400, в общем, 300 с чем-то лет у меня непрерывно люди живут в Мордовии, ну вот на севере Пензенской губернии, и они никуда не двигались оттуда. И они сдвинулись, ну, и это все запомнилось, потому что, например, мой прапрадед по отцу, он был общиной выбран как первый человек от севера Пензенской губернии, когда был разрешен хадж. И община ему оплатила, как самому грамотному и толковому человеку, поездку в Мекку. И это записано, его звали Яхья, известно, как он вернулся и посадил сад. И я даже не верил, что он посадил сад на 1000 корней, а потом при Керенском прошла перепись, хозяйственная перепись России. И мне прислали выписку о моей семье. Там не написано, что как, написано хозяйство, написано, значит, кто члены, и написано мальчик 5 лет. В 17 году моему папе было 5 лет. Понимаете? И там же написано, что семье принадлежит, вишневый сад, 10 000 корней. И я был в деревне в этой, вишня там не растет. То есть от какого труда стоило посадить в таком месте вишню. А потом, когда сделали налог на деревья, естественно, все срубили. Вот, я знаю по маме, они очень давно жили там же. В общем, сотни лет люди жили в том месте. Я не знаю, откуда они пришли там окончательно, но они мишары и жили там. И это громадное несчастье для всей семьи было, то, что со стороны отца семья прошла через лагеря на Шилке. Там погибли 2 мои 12 и 14 лет тетушки, погибли от голода. Вот. Ну, очень воспоминания семьи, другие бежали просто в Среднюю Азию. Я очень благодарен и узбекам, и казахам, что вот в такое тяжелое время отца сразу взяли на работу в узбекскую газету. Он прекрасно знал шрифт, он знал арабский, в общем, узбекский они сказали ему сразу: ты узбекский не знаешь, но видно, что ты выучишь быстро. И он потому что он татарский прекрасно знал. Потому что он знал прекрасно. И грамотно знал. Да, и кроме того, он знал, у него было потрясающее образование. Он учился в бывшей гимназии в Рузаевке, и благодаря этому он спасся, потому что всю семью забрали, а человек, которого он снимал комнату для него, дед, он пришел, сказал: дед твой заплатил, отец твой заплатил заранее, вот те деньги, я тебе купил билет. Только, пожалуйста, на свое место, пока не переедем такую станцию, не выходи. Среди моих друзей были люди со всего мира. Вам близка Мордовия? Нет, Мордовия мне так вот сама по себе не близка. Дед, бабушка. Дед, бабушка, да. Но мне близки вот эти татарские деревни, которые там остались. И деревья даже. Да, и все, погибли. это история семьи. И Ташкент. Потом еще вы называли Казахстан. А там это страны, где живут и жили татары. Это и было тюркские народы. Там, где жили мои родители, там, где жили мои дед и бабка, татар больше не было. Они жили в казахском ауле. В какой области? Это Южно-Казахстанская Шымкент, область. да? Это, сейчас это уже достаточно большой. Раньше это была маленькая деревушка Сараагач. Сарагачский район. Вот. И меня Ахмед, мой покойный дядя, он меня возил
показывал могилу деда и возил в этот казахский аул. Татар там нет. Но мама с 12 лет, как ее привезли, она ходила за 15 километров в школу в немецком селе, ну, колонисты. Немцы, у них была хорошая школа, она ходила туда, и бабка занималась ею, учила ее татарскому и так далее, всему со своей стороны. Вот, тут дома было очень хорошее образование. Мама училась там и в 17 лет уехала уже в Самарканд учиться дальше. Вот из этого, ну, слава богу, она не была в списках. В списках были на арест только дед и бабка. Вы знаете, у семьи трагическая там жизнь, и я бы не хотел там вдаваться в подробности, но были блестящие люди, и кончилось все не очень весело. Многие десятки людей, которые у меня хорошие друзья, они совершенно из разных стран. Они работали в Штатах в то время. Они работали в Штатах. Если с человеком поговоришь, они тут же вспоминали свою страну. Я знаю людей, которые помогали, вот, например, Польше, за свои деньги покупали приборы, посылали в Польшу и так далее. Всегда люди помнили свою страну и хотели иметь с ней связи. Граждан мира не так много. Человек свои корни, человек помнит, пока он не умрет. Свое детство, родителей, как его воспитывают, человек помнит. Ну вот мы говорим сегодня не о астрофизике после лекции, именно о самоидентификации, о самосознании, о корнях. Оказывается, география ваших корней довольно обширная. А география нынешней жизни. Вы работаете, живете в Германии, академик, российские академики, тоже работаете. Работаете в Соединенных Штатах Америки. Ночуете на Южном полюсе. Вот как вы осознаете? Я не ночую. Вы же ночь провели? Нет, я не провел. Нет. Это провели молодые люди, наблюдая мои эффекты. И это громадная разница. И я горжусь, что я знаком с ними, что они в некотором смысле делали то, что мне дорого. 6 месяцев одну ночь, по 6 месяцев одна ночь. В общем, я знаю 12 человек, гораздо больше, прошло человек 40 через это. В общем, вот есть Мюнхен, есть Америка, есть Казань, есть Москва. Я провожу, а вы, вы где году чувствуете себя? А вы знаете, мне везде хорошо. Я люблю Москву. Я был там студентом, где у человека молодые годы. Я жил 8 лет в общежитии. Я помню каждое общежитие, помню всех своих друзей. К сожалению, большинство уже умерло, но я помню, с кем я жил в общежитии. Каждого. И они все друзья. И вам я хочу сказать, что я живу сейчас, 4 месяца в этом году. В сумме я проведу в Принстоне, Нью-Джерси. Я очень люблю Принстон. Там очень хорошо. В Казани я никогда не жил. Казань, понимаете, Казань — это то, что в меня было вдоплено с вот такого И возраста. Родители не жили. И родители не жили. Потому что никогда, центр татарский. Никогда не жили. Они все время мне говорили, что Казань — это наша столица. А правда ли, что у вас консультируются президенты о возрасте Земли, о будущем Солнечной системы? Ну, я бы не Я хотел. слышал это. Я бы не хотел. Вы прекрасно ответили, я понял. Вы понимаете, я знаю еще одну вещь, что слава Богу, что они разговаривают, если с тобой разговаривают люди, не надо об этом говорить. Слава Богу, что они интересуются, сколько миллиардов лет осталось жить Солнцу. Ну, не совсем так, но, в общем, что-то такого типа, да. Дай Бог, чтобы вы также были всегда, и все наши соотечественники, востребованы так, и народом, и наукой, и президентами. Насчет президентов не знаю, но вам я хочу сказать, что мне очень повезло в жизни. Я встречал в своей жизни совершенно замечательных людей, татар, ученых. Ну, я не говорю о таких гигантах, как Ральд Сагдеев, который супермировая величина. И не только как там чей-то муж или что-то, он в действительности громадный физик, теоретик в области физики плазмы с мировым именем. Но я вам могу сказать тоже, что я не знаю почему, но вот меня приглашал домой там Тенишев князь, член-корреспондент нашей Академии наук, крупнейший лингвист. Я бывал дома у людей, которые составляли наши, в свое время, уйгурско-русские словари и так далее. И это
вы, наверное, знаете, Наджипа Эмина, слышали, он работал в МКУ, в Российской академии наук, он был интереснейший человек. Он первый показал мне стихи Сарая, вот, поэта в Золотой Орде, который говорил о том, что стихи про парня, который, значит, крутится вокруг своей девушки. Астрофизиком был. Да, ну, не астрофизик, а насчет парня, который крутится вокруг девушки, так же, как Земля крутится вокруг Солнца. А Коперник... А могли сжечь его за это? Да, не знаю. Нет, это было... Вы знаете, там, значит, была какая-то свобода в сарае. Коперник... Возможно, восточная был сторона на сотни там, лет, да. а он был на пару сотен лет позже. Понимаете, вот люди в сарае это знали. Он мне показывал, и Наджипа я запомнил просто на всю свою жизнь. Именно Наджипа. Я знаю его сына Орензепа, но отец был замечательный человек. И вот я могу продолжать дальше. Конечно, Миркасым, вы, наверное, знали Миркасыма Усманова, он тоже был ярчайший человек.